Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир ЛАТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Финансовые показатели открытого акционерного общества «Международный аэропорт Манас» за полгода обогнали самые успешные показатели компании за 2019 год. Чистая прибыль составила 1 657 936 тысяч сомов. Останавливаться на этом мы не собираемся, утверждает председатель правления, генеральный директор Международного аэропорта Манас Бакыт Октябревич Шаршеев. Сегодня он в гостях у нашей программы, и мы поговорим более подробно об итогах первого полугодия этого года и дальнейшем развитии компании. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Итак, аэропорт Манас – это стратегический объект, и к нему, в общем-то, приковано все внимание. Мы прекрасно помним прошлый год, пандемия, когда практически не совершалось никаких авиарейсов. Он был очень тяжелый для авиации. Но сегодня мы говорим и сообщаем нашим телезрителям такую приятную новость, что финансовые показатели компании, они растут. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела на сегодняшний день? Еще раз здравствуйте. Пользуясь случаем, хочу поздороваться с телезрителями. Здравствуйте, дорогие телезрители. Хочу вам пожелать стабильной жизни и чистого неба. Ну, если начать разговор по финансовым показателям, да, действительно, мы превысили показатели 2019 года, который считался в истории аэропорта Манас самым успешным. В 2019 году аэропорт Манас заработал, по показателям 6 месяцев, заработал 2 миллиарда 384 миллиона 630 тысяч сомов. А вот за то же время 2021 года аэропорт Манас показал финансовые показатели 3 миллиарда 191 миллион 666 тысяч сомов. Как мы этого добились? Конечно же, мы этого добились с привлечением новых авиарейсов, с увеличением географии полетов, открыли новые города. На сегодняшний день международные авиакомпании летают к нам с разных городов, и, естественно, наших пассажиров возят на другие города. Итак, вы поставили перед собой задачу, да, увеличить количество постоянных авиарейсов и расширить географию полетов. Но об этом расскажите более подробно. На сегодняшний день мы не только привлекли новые авиакомпании, мы и занялись возобновлением тех старых рейсов, которые год-два не летали. Если сказать именно по международному аэропорту Манас, на сегодняшний день мы возобновили направление Алматы, это Air Astana авиакомпания летает, турецкие авиалинии, Анталия, Стамбул летает, Pegasus Airlines летает в Анталию, Стамбул, тоже регулярные рейсы получаются, Fly Dubai, они совершают полеты в Дубае. Уральские авиалинии, это Москва, Екатеринбург, Аэрофлот в Москву летает регулярными рейсами, Сибирь, в Новосибирск летает, узбекские авиалинии, Varish Airlines летает в Машхед. Авиатрафик, наша местная компания, тоже возобновил свои полеты в новые города. Air Manas, Air Arabia, Azimut, такие авиакомпании сегодня возобновили свои рейсы. И также открыли новые рейсы, такие города, как Калуга, Красноярск, Куляб, Самара, Пермь, Сочи, Худжанд, Астрахань, Воронеж, Душанбе, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, Нижний Новгород, Красноярск, Ленинабад, Саратов, Омск, Уфа. Вот сегодня мы совершаем во все города-миллионники, российские города, мы совершаем полеты. Естественно, были
определенные трудности. Трудности в основном связаны с третьей волной болезни COVID-19. Как всем известно, наши сотрудники, они в первом ряду, первыми встречают всех пассажиров. Бывают такие моменты, когда прилетают больные люди, зараженные COVID-19, когда уже выясняется, оказывается, что они уже болеют. И непосредственно вот идут контакты с нашими сотрудниками, и идет заболевание наших сотрудников тоже. На сегодняшний день у нас болеют около 25% людей, но тем не менее мы без срыва и без перерыва выполняем все поставленные задачи. Привлекли также новые авиакомпании. Это авиакомпания «Северный ветер». Они летают в города Грозный, Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород и Оренбург. Fly Aristan считается казахским лоукостером авиакомпанией. Они сегодня выполняют успешно рейсы в Туркестан, Казахской Республики. Авиакомпания «Россия» сегодня выполняет рейс в Санкт-Петербург. Red Wings авиакомпания летает в Челябинск. Это новые компании, которые мы привлекли. Freebird Airlines в Анталию выполняют авиарейсы. Аль Джазира в Кувейт летают. Это совершенно новые компании, которые в истории нашего аэропорта никогда с нами не сотрудничали и не летали в нашу сторону. Вот. Также мы планируем полеты в страны, как Оман, это город Мускат, Будапешт, государство Венгрия, в Минск, Белоруссию мы планируем. Ведутся переговоры с компаниями Саламер, Визер, Боливия, Авиатрафик, наша компания тоже открывает новые рейсы в город Минск, в Белоруссию. Недавно я встречался с послом Украины, тоже мы обсуждали вопрос открытия рейса в Киев. Уральские авиалинии сегодня прорабатывают маршрут набережные Челны. Отдельно хочу остановиться в компании Wizz Air. Это венгерская компания, это мировая компания, является компания лоукостер. Они, вот мы сейчас на стадии подписания, получается. Если мы с ними подпишем договор, то наши пассажиры, у наших пассажиров будет возможность летать в Европу. Как всем известно, международный аэропорт Манас уже где-то лет 12-13 не выполнялся рейс, скажем, в Европу. Вот сейчас у нас есть такая возможность, и стоимость билета будет небольшая, где-то от 100 до 120 долларов получается в одном направлении. Вот. Вообще открытие нового авиарейса – это всегда большое событие для страны. Это делается, понятно, для удобства пассажиров. И я знаю, что делегация нашей страны, когда бывает в зарубежных странах, всегда ведется речь о том, чтобы открылось авиасообщение между Кыргызстаном и той страной, где находится, например, глава государства, представители правительства, потому что именно авиарейсы, они способствуют взаимоотношению между странами, улучшению экономик, сближению людей. И вот вы сейчас назвали, что появились новые рейсы. Скажите, пожалуйста, вот какими принципами вы руководствуетесь прежде всего для того, чтобы вот открыть, какие возможности есть сейчас для этого у Кыргызстана? Ну, возможности всегда большие. А как это воплотить в жизнь, это другой вопрос получается. Ну, мы стараемся, все наши сотрудники, ответственные лица, которые отвечают на тот или иной, скажем, сферу, они все работают усиленно. Мы сделали такой простой шаг, мы все упростили. Если раньше, скажем, генеральный директор сам подписывал все договора с авиакомпаниями, мы сегодня это упразднили.
отдали это нашей коммерческой дирекции. Коммерческий директор сам решает, с кем подписывать. На сегодняшний день у нас нету таких моментов, чтобы мы создавали какие-то препоны и не подписывали соглашение с авиакомпанией. Мы со всеми подписываем, а дальше уже это ответственность авиакомпании, кто сможет летать, кто не сможет летать. Я думаю, вот из-за вот таких упрощенных методов у нас вот пошло увеличение. Да, действительно, у нас работают и Министерство транспорта тоже вкладывает большие усилия для того, чтобы между городами, между государствами были авиасообщения. Президент, когда летает в другие государства, обязательно поднимает такой вопрос, чтобы между нашими государствами были авиасообщения. Ну, как вы знаете, сегодня у нас третья волна COVID-19. Не все пассажиры могут ездить по транспорту. Везде все закрыто, границы закрыты. Поэтому сейчас вот одна из таких возможностей путешествовать или по каким-то иным причинам попасть в другие государства, это, естественно, авиаперелет. Ну, президент прежде всего ставил задачу, чтобы возобновилось авиасообщение между странами, и сейчас мы постепенно к этому идем, да, люди сдают ПЦР-тесты, люди вакцинируются для того, чтобы свободно пересекать границы и, в общем-то, осуществлять перелеты по всему миру. Вы сейчас сказали, что количество авиарейсов увеличилось. И каким образом это повлияло на цены? Потому что в прошлом году люди не могли совершать полеты, даже если и летали самолеты, но пугали цены, они кусались. И, в общем-то, это было таким большим ограничением для того, чтобы покинуть страну или прилететь кому-то в Кыргызстан в качестве туристов или к своим родственникам. Что сейчас? Действительно, при моем назначении уважаемый президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поставил передо мной несколько задач. Одна из важнейших задач была это увеличение географии полетов, увеличение авиарейсов. И, естественно же, это был вопрос цены на билет, чтобы мы снизили эти цены. Но аэропорт Манас напрямую не может влиять на ценообразование авиабилетов. Мы только косвенно можем это сделать. Каким образом? Если брать период конец 2020 года и начало 2021 года, если вы помните, то цены на билеты в Москву стоили от 75 тысяч до 85 тысяч было. На сегодняшний день стоимость билета упала от 25 до 32 тысяч. Почему это так произошло и как мы на это повлияли? Мы просто увеличили количество рейсов, привлекли новые авиакомпании и методом простой конкуренции цены упали. Естественно, каждая авиакомпания борется за пассажиров. Пустую никому не хочется летать, поэтому они вынуждены уронять цены, привлекать пассажиров. Вот, я думаю, вот из-за конкуренции у нас вот цены упали. Но всегда аэропорт Манас проходит такую реконструкцию. Для того, чтобы ее сделать, необходимы определенные средства. И мы знаем, что вы работаете над тем, чтобы привлечь новые инвестиции и осуществить определенные работы, чтобы обеспечить надежность полетов и удобство для пассажиров, потому что аэропорт Манас, да, аэропорт Ош, все аэропорты, которые входят в вашу компанию, это ворота страны. И, в общем-то, они судят многие граждане о стране, именно прибыв в тот или иной аэропорт. Но это очень важная задача. Скажите, пожалуйста, какие планы у вас сейчас для ее осуществления? Если говорить о удобстве пассажиров, вот в это нелегкое время вот идет третья волна COVID-19,
У нас в аэропорту и в общем в стране работали несколько лабораторий, которые делали COVID-тесты. Результаты они выдавали в течение 12 часов. На сегодняшний день мы привлекли инвесторов Корейской Республики и открыли новую лабораторию на территории аэропорта Манас. Они результаты теста выдают за час, за полтора часа. Это тоже дает определенные удобства. И мы вошли, есть такое приложение «Путешествуем без COVID». Это работает у нас в рамках Таможенного союза. Вот. В этом году запустили это приложение, и как бы это тоже дало такие хорошие возможности людям путешествовать в период этой болезни. По поводу привлечения инвестиций, конечно же, мы регулярно работаем в этом направлении, ведем работу, постоянно встречаемся с инвесторами. В планах у нас идет реконструкция взлетной полосы аэропорта Манас. Вот за последние как построили эту взлетную полосу, уже прошло 46 лет. За 46 лет не было капитального ремонта этой полосы. Мы сейчас разговариваем с инвесторами, у нас есть свои средства. И вот на сегодняшний день мы делаем проектно-сметную документацию. Надеемся, что на следующем году мы уже начнем реконструкцию этой полосы. Это тоже даст возможность привлечения новых авиарейсов, привлекут новые авиакомпании. Вот, в 2022 году у нас пройдет аудит ИКАО, это международная организация. Вот, надеемся, что успешно пройдем этот аудит. Когда мы пройдем этот аудит, это тоже даст возможность европейским компаниям летать сюда. Что еще будет сделано для улучшения инфраструктуры? Для улучшения инфраструктуры у нас постоянно ведутся работы. Мы своими средствами улучшаем аэровокзалы, пропускные пункты улучшаем, ведутся работы по улучшению автостоянок, привлекаются самолеты. Мы должны понимать одно, что аэропорт Манас это не только аэропорт, который находится у нас в Бишкеке, аэропорт Манас это 11 аэропортов, которые находятся в республике. Из них у нас 3 аэропорта работают успешно. Это аэропорт Ош, аэропорт Манас и аэропорт Исыкуль, который находится в Тамче. И есть еще другие региональные аэропорты, которые, это называются приписные аэропорты, есть филиалы, которые находятся под акционерным обществом Манас. И еще имеются и дочерние компании. Одна из дочерних компаний у нас занимается именно, это авиакомпания, получается, называется AirKG. Мы сейчас ведем переговоры с компании Airbus и достигли того момента, что на стадии подписания договора о покупке самолетов. Надеемся, до конца этого года мы получим 1 самолет. На следующий год мы еще планируем еще получение 3 самолетов. Это получается на финансовый лизинг, на операционный лизинг. И это нам даст возможность тоже уменьшения цены на внутреннем рынке авиабилетов. Интересно, да, идет обновление авиапарка. Но сегодня большое внимание привлекает к себе работа аэропорта Иссык-Куль, который также является международным, и в туристический сезон он и приобретает особое значение, потому что туристы могут прибыть на озеро Иссык-Куль сразу же, да, именно в Иссык-Кульскую область. Но как он сейчас работает? Есть ли какие-то проблемы? Ну, скажем, работает стабильно.
Если посмотреть недалекую историю, раньше аэропорт Иссык-Куль выполнял всего лишь один рейс в неделю. Вот. Потом пошло чуть-чуть увеличение, где-то 3-4 рейса было в неделю. Вот, по итогам 6 месяцев мы добились того, что на сегодняшний день выполняются рейсы от 25 до 30 рейсов в неделю. И откуда? С Москвы вот, компания «Аэрофлот» сейчас выполняет 3 регулярных рейса. Москва, Тамчи, получается, уральские авиалинии, авиалиния Север. Так, есть Северный ветер авиакомпания, наши местные авиакомпании Теджет, СКАТ, казахская компания, выполняет сегодня рейсы, Сибирь, который летает в Новосибирск, тоже выполняет рейсы. Есть новые авиакомпании, которых мы привлекли, которые летают в Москву, в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва. Это все ведутся эти все перелеты с Тамчи. Это получается, скажем, Москва, Иссык-Куль, Санкт-Петербург, Иссык-Куль, Ростов-на-Дону, Иссык-Куль. Вот недавно я тоже с Москвы прилетел в Тамчи, ощущение совсем другое. Раньше, если люди прилетали в Манас, потом через такси или автобусом ездили на Иссык-Куль, сегодня у наших пассажиров есть возможность напрямую с самолета, с трапа попасть в нашу жемчужину Иссык-Куль. А наши ближайшие соседи, например, из Казахстана или да, из Узбекистана приезжают? Тоже, конечно. Ташкент, Тамчи у нас открыто. Алмата, Тамчи у нас открыто. Ведутся еще переговоры с другими авиакомпаниями, которые выполняют там географию полетов с других этих городов. Но мы на этом останавливаться не собираемся. Мы работаем, наш коммерческий отдел работает, работают все заместители. И мы, в общем, весь Международный аэропорт Манас делает работу по привлечению новых авиарейсов, по привлечению новых авиакомпаний, открытию новых, скажем, географий полетов. Ну, по вашим словам, можно судить о том, что в нашу страну в этом году приезжают туристы из зарубежных стран, да, для того, чтобы отдохнуть на нашей жемчужине, озере Иссык-Куль. И, в общем-то, туристический сезон, я думаю, тоже будет иметь определенные результаты. Надеемся, да. И благодаря вашей компании, которая создает определенные условия для того, чтобы туристы могли напрямую прибыть в Кыргызстан и отдохнуть в Кыргызстане. Скажите, пожалуйста, но какие у вас есть еще планы? Есть ли какой-то программный такой документ, по которому вы будете развиваться в будущем? Чтобы конечно же. Как у всех уважающих себя компаний, у нас тоже имеются свои программы. Мы разработали стратегию развития акционерного общества аэропорта Манас с 2021 по 2025 год. Туда мы включили именно улучшение инфраструктуры региональных аэропортов, покупка самолетов нового, расширение географии полетов, расширение аэровокзалов, вот, ремонт полос. Вот это все у нас предусмотрено. И, естественно же, покупка техники, спецтехники, которая обслуживает воздушные судна. Большое вам спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы, потому что, в общем-то, люди, которые представляют авиацию, нечастые гости у нас, поэтому мы сегодня очень рады были услышать от вас все новости, как говорится, из первых уст. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с председателем правления, генеральным директором открытого акционерного общества «Международный аэропорт Манас» Бакытом Октябрьевичем Шаршеевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.